очень рада вас видеть, приветствовать за российского парламента. Как сенатор Петербурга, я коротко об этом сказала, я, конечно же, не могу не упомянуть о том, что тысячи ленинградцев-блокадников были в годы войны эвакуированы в Киргизию, в том числе и дети, которые обрели свой новый дом на Иссык-Куле. И, конечно, мы никогда не забудем, вот без преувеличения, подвиг Токтагон Алтыбасарова, которая окружила заботой и вниманием 150 детдомовцев, заменив им практически родную мать. И поверьте, что в Петербурге помнят эти страницы нашей общей истории, помнят о душевности киргизского народа, как вы сердечно, душевно принимали ленинградцев. Многие, как известно, остались жить в вашей замечательной стране. Говоря о суровых испытаниях тех лет, наверное, уместно будет вспомнить и военного комиссара Киргизии генерала Панфилова, его легендарную дивизию, созданную в городе Фрунзе и оборонявшую Москву в 1941 году. И я считаю нашим долгом перед нашими отцами, дедами сделать все, чтобы молодое поколение и в России, и в Киргизии помнило нашу общую историю, борьбу в годы Великой Отечественной войны по защите нашей общей страны. Мне кажется, мы этому должны уделять большое внимание. Мы удовлетворены развитием многопланового российско-киргизского сотрудничества и признательны президенту Киргизии Садыру Нургажоевичу Жапарову за его такое твердо декларируемое намерение развивать двусторонние отношения во всех сферах, в том числе и между законодателями. Я вам уже говорила, когда мы в прошлый раз встречались, для нас, сенаторов, была большая честь принимать в Совете Федерации в феврале прошлого года президента Киргизской Республики в ходе его визита в Россию. Знаю также, что и вы, уважаемый господин председатель, также настроены на развитие нашего межпарламентского сотрудничества. Знаю ваш личный настрой на координацию совместных усилий наших в региональных, международных делах. Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить в первую очередь вас, ну и депутатов Жигарку Кенеша за активное участие в работе Межпарламентской ассамблеи СНГ. Я думаю, что вы на своем личном опыте убедились, что это очень полезная, важная, нужная структура нашего сотрудничества, обмена опытом, принятия модельных законов, мониторинга выборов и многих-многих других направлений. Уважаемая Валентина Ивановна, с удовлетворением хочу отметить, что высокую степень доверительных отношений между двумя странами подтверждает высокая динамика двухсторонних контактов на уровне глав государств, на уровне глав правительств, которая поддерживалась в 2021 году, несмотря на объективные обстоятельства и ограничения, связанные с пандемией. Удалось провести ряд акций, нацеленных на привлечение инвестиций, увеличение темпов взаимной торговли, а также отдельные мероприятия культурно-гуманитарного характера в рамках перекрестного года Кыргызстана в России.